Нефтекамск – крупный промышленный центр на северо-западе Башкортостана. Основные отрасли производства – электроэнергетика, машиностроение, топливная, нефтяная промышленность. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Нефтекамску. Одно из предприятий этого города – завод НКМЗ Групп, ранее Нефтекамский машиностроительный завод. Его создали в 2002 году на основе производственной базы Нефтекамского завода бурового инструмента. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я начальник охраны труда НКМЗ Групп и антиковидный комиссар, поэтому у нас, согласно политике в области охраны труда и промбезопасности, посещение производственных участков и цехов обязательно применение средств индивидуальной защиты. А вы вот антиковидный инспектор, получается, да? Это начальник службы охраны труда, и кроме антиковидного инспектора, ну, все в одних руках как. Да. И тут колоссальный опыт. Человек из Сургутнефтегаза, все-таки возглавлял Сургутнефтегаза, там большое предприятие, поэтому... Да, я вышел на пенсию и приехал. Да, поэтому с большим удовольствием мы пользуемся тем опытом, который наработан в большой одной из ведущих компаний. Ответственные очень люди. Спасибо. Все, удачи. Спасибо. Ну, Мустафа Аджарович всегда хвастается своим оборудованием. У него есть оборудование, которое нет в России, в принципе. Уникальное. 4 направления. Факерно-якорное оборудование. Мы делаем для добычи, не для переработки, а для добычи апстрима. Факерно-якорное оборудование. Это, в принципе, выставочные экземпляры, которые разобщают пласт, решают те задачи, которые есть непосредственно. Простейшая взрывная аппаратура. Второе предприятие в Стерлитамаке. Это на территории Авангарда. Ваше второе? Да. Ага. Это все, что касается взрывчатых материалов. Детонирующийся шнур, заряды. Закладка сюда, да? Да, закладки собирается, скважина опустилась. Это для геофизиков. Геофизики принимают. У нас 33% где-то, 30-33% российского рынка. Это ориентированную перфорацию. В горизонтальную скважину вы опускаете в длине там 100, 200, 300 метров. И он самоориентируется, чтобы кумулятивная струя направлялась в одном направлении. Уникальное производство. Это эластомеры, которые опускаешь в скважину, они в течение определенного времени набухают и создают те условия, которые необходимы при эксплуатации скважины, разобщение полосов. На России мы одни. Есть те, кто в Татарстане декларирует о том, что они делают, но они покупают эластомеры у румы, у голландцев. Мы все делаем одни с нуля. Мы с нуля создали это производство. Одна труба, грубо говоря, одна труба внутри другая, между ними вакуум. Когда строятся скважины, где многомерзлая, многолетняя мерзлота, чтобы не обваливалась колонна, верхняя часть должна быть защищена. И вот эта штука первые 100 метров защищает. Помимо этого, когда шельфовые скважины на шельфе, для экологии, чтобы было меньше воздействия на окружающую среду, тоже верхний слой должен быть защищен. Уникальная продукция. Делаем только мы и трубная металлургическая компания. В мире делают еще китайцы и канадцы. Сложнейшее производство, покажем, расскажем. Но мы от них отличаемся, у нас один патент есть, я вам покажу чем. Мы можем контролировать уровень вакуума. Для понимания, вакуум минус 5 степени. Между этими стенами создается вакуум минус 5 степени. Это настолько герметично они, да? Да. 2,5 года, 3 года заняло, пока мы вкладывали и выпустили продукцию. Опять-таки, все наши вложения. Это мы не просили ни помощи ни у кого. Все разработки, которые есть, мы делали сами. Так как мы, там, группа все-таки из Москвы инвестирует, да, это большую поддержку оказывает и по заказам, и в финансовом смысле. А почему вот вы сами говорите, помощь не просите, а вот по линии там Минпрома, Фонд развития промышленности, там дешевые займы не брали никогда? Мы не брали ничего, мы сами развивались, сами инвестировали. Есть два пути развития. Акционеры зарабатывают деньги
там, выводят дивиденды или они дальше реинвестируют. Тут с 2002 года всегда идет реинвестиция. То есть нету такого понятия. Полностью российское предприятие с конечными бенефициарами российскими. Все открыто, четко, грамотно, понятно. Вот это очень важно, чтобы в наше время как бы понимали. Потому что те технологии, которые у нас есть, они уже граничат на, как бы, именно на том уровне, когда к ним обращают внимание. Ну, как-то так. Скажите, пожалуйста, Раиф Ильич, как у вас впечатление от посещения предприятия? Самое лучшее. Самое лучшее. Предприятие развивается, заказы имеет, уверенно, спокойно смотрит в будущее. И самое главное, очень ответственные здесь руководители, которые постоянно в предприятие инвестируют. Заработали, инвестируют, заработали, инвестируют. Новый парк станков. Мы же с вами знаем, что не все так. Мы даже одно замечательное предприятие знаем, которое зарабатывало, а деньги выводились просто на всевозможные замечательные вещи, но только не для предприятия. Поэтому вот так. Люди все разные, и от людей все зависит. А здесь есть социальная составляющая? Ну, во-первых, здесь это рабочие места хорошие. Это рабочие места, хорошие, неплохой зарплаты. 1000 человек работает. Для Нефтекамска это солидно. Ну, конечно. Спасибо. Едем дальше. Один из внеплановых объектов в рамках рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Нефтекамску – так называемая «умная остановка». В Нефтекамске их поставили в качестве эксперимента, пока несколько. Из интересного внутри остановок тепло зимой и прохладно летом. Да, все, можно заходить. Здравствуйте. Тепло? Здравствуйте. Ну вот, собственно, обогреватель. Вот за счет этого, да? Да. Ну и сама скамья тоже, она теплая. Да, теплая. Ага. Удобно? Здесь, Раиф Фарич, вот зарядка для телефона. Значит, там видеокамера установлена. И рециркулятор обязательно воздуха. По-человечески. Ковидные мероприятия проводятся. А времени нет, автобус? Нет, у нас это следующий этап, мы пока не готовы просто технологически. То есть мы закупили удмуртский специально для того, чтобы наши начали изготавливать. Мы также с вами согласовывали закупку импортного оборудования Тропу здоровья, чешское. Мы сделали для того, чтобы наши местные производители сделали. Я вам сегодня покажу площадку, которую... Ну не мерзнете, по крайней мере, стоите. А вы давно сидите? Очень хорошо. Нет? Ну, нормально? Нет, зимой мы сидели с внучкой, это вообще хорошо. Спасибо вам, что такое придумали. Вам спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. На самом деле, первый раз такую остановку вижу. Да. И надо задуматься. Я дам поручение, потому что с нашими минус 40, минус 30 люди на остановках иногда это очень дорого стоит. Нет. 650-700 тысяч. Одна большая. Эти остальные поменьше. В 2020 году в Нефтекамске благоустроили парк, который называется «Тропа здоровья». Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина была в Нефтекамске в командировке и оценила тропу здоровья. Мы планируем сделать на данной территории, разделить несколько зон. Это будут зоны отдыха, это детские зоны, это зона фудкорта, также будет озеленение. Самое главное – фонтан. Мы хотим Сухой фонтана нет у вас, да? Нету ни одного. Знаете, чем хорошо? Вот сухой фонтан мы их сделали в Бирске, в Ишимбае сейчас сделали, в Уфе. Это летом детям. Потому что жарко, когда они там носятся. Раиф Фарич, у нас всего 62 миллиона, значит, да, это в связи с тем, что мы третий этап велодорожки до Николы-Березовки строили за деньги этого года. Соответственно, у нас финансирование уменьшилось, мы обратились в ФСЦП. Если вы поддержите, то дополнительное финансирование... Да, мы проговорили уже. Делайте один раз, чтобы это было. А сейчас мы хотели вас пригласить на тропу здоровья, чтобы у вас было понимание целое, как концепция будет. Объект, фудкорт, кафешка будет. И здесь вот получается... сразу тропа Да, здоровья. и реконструкция памятника. То есть у нас, условно говоря, можно назвать синхронизацией, то есть человек попадает... Вот единственное, вы что будете делать с этим? Реконструируем его, просто хорошо отделаем, покрасим соответствующим образом. Это же наша история, мы ее оставим. Мы бы хотели ее оставить. Просто оставьте. А там что будет внутри? Реконструировать. А внутри что будет? Кинотеатр или что? Или какой-то клуб или что там? Нет, кинотеатр «Октябрь» вы имеете в виду? Да, Там, вот это. Собственник, он планирует реконструкцию этого здания. Именно формат развитие. Именно, чтобы это все было в едином стиле. Но надо синхронизировать, да? Да. Чтобы, а то вот это останется, а вот это не будет смотреться, это вам надо. Это же вы хотите сделать вот... В
этом году. К осени, да, ведь, Да. правильно? А ПСД есть, да? Все? Да, да, Всё. все. И экспертиза? Мы всё? готовы приступить, сейчас ждем. Уже торги оттепель. прошли. Ну все, Мы вперед. провели замену инженерных сетей под пятном застройки, то есть заранее, чтобы были заранее подготовлены. В прошлом году первым делом мы здесь установили туалет. Там же у нас сейчас организован. Здравствуйте. Ради Фаридович, в этом году мы здесь установили вот муниципальное кафе. Здесь, значит, там кофе, чай. Сегодня суббота же, да? Да? Пойдемте, это люди, которые здесь проводят время. Здесь пончики. Официальный главе так, а? Нет, все время. Это то оборудование, которое, Ради Фаридович, мы с вами согласовывали, импортное, чешского производства. Это детская площадка. Под ней можно лазить, внутри там лазить можно. Она как горка сделана и учит детей в целом жизни. То есть не такая безопасная. Люди по ней лазить должны. Вот видите, есть и математика, да, перевес. Это известные, как называется? Классики. Да. Они светятся. Включите, да, свет? Ага. Ты включишь, они светятся. Она из акации, Ради Фаридович. Это детская площадка, сделана из дерева акации. Ну, народу сколько? Вообще, конечно. Это тарзанка. Мы вторую тарзанку в городе устанавливаем. Первая у нас была установлена на озере Светлом в прошлом году. Вот здесь была резиденция Деда Мороза. И вот эта площадка, резиденция Деда Мороза, мы ее будем использовать круглогодично. На 23 февраля тематику будем менять, весной марта другая тематика. То есть будет постоянно объект у нас задействован. Дальше я бы хотел показать вам фигуры, которые мы делаем из деревьев аварийных, которые в рамках зеленой Башкирии мы спиливаем. Вот это, Урал-Батыр. да, по эпосу Урал-Батыр мы так сюда приводим Ой, а школьников. вот это вот какая. Они учат здесь историю наглядно. Царь катил это злой. Вот, но здесь вот через такую форму мы как бы прививаем. Из этого, из того, что в рамках зеленой Башкирии пилим, из этого делаем вот такие мафы. И это целый комплекс. Я уже говорил, значит, мы сделали по цветам разные. Красная – это велодорожка, вот, световые. А здесь, соответственно, зеленый – это пешеходный. Вот это все светится, показывает Это направление. вело. Да, это велодорожка. Рафич, а помните, Надежда Бабкина рассказывала вам, как она с Эрмином Рафиловичем ходила по тропе здоровья? Это здесь вот ее впечатлило? Да. В общем, сейчас мы находимся вот здесь на входе. Вот Урал-Батыр. Раньше здесь вообще вот последние 20 лет была лишь одна дорожка. Вот это она. Протяженностью 2 километра. Она идет до озера Полуденка. В этом году мы здесь тоже поработали. Сделали световое шоу, декинги. В прошлом году мы ее закольцевали. Первый этап сделали. Километр 700 пешеходный. А в этом году сделали для того, чтобы не было конфликта интересов между велосипедистами и пешеходными, потому что они все друг друга ненавидят. Сделали уже для них отдельную дорожку. Вот отсюда она уходит. Это велосипедисты, Это да? велосипедисты, да. Здесь круг, здесь круг. Также ты можешь приехать к локации. Это пойдет потом туда, в Это да. Краснокамск, да? Это тоже построенная часть. Вот она выходит на озеро Светлое, которое мы в прошлом году благоустроили, и соединена, получается. Отсюда на велосипеде едешь Николу Березовку к храму. Мы свою часть до моста уже построили. Сейчас ждем от района, соответственно, следующий шаг. Так, что же я хотел тут показать? Вот такие у нас здесь были вопросы, связанные с лыжниками, да? Пересечение мы вот организовали, так, оформили мосты. Так вот они сейчас смотрятся, мы их можем наблюдать. Ну вот, собственно, велосипедисты отдельно, а сейчас здесь у нас залит каток на одной из Это велодорожек. вот там, да, получается? Да. Там люди катаются на коньках сейчас. Тоже. А озеро вот оно, да? Вот. Вот оно. И вот трекингом вот эту часть работал, да? Да, сейчас покажу. Вот это так выглядит, единое целое. Отсюда спуски. Здесь декинг, габион. Заброшенный вообще был. Нет, я к чему говорю. А похож на... Идеи ивановских Да, прудов Иван, так и живут. реализация. Да. Там качели, Вообще, такая да. красота. Я вот туда обязательно, мы прогуляемся, я хочу летом прям пройти. Вот, Это вот да, сейчас там вот сейчас, такая да. подсветка. И охрана есть, да, все. Что Да, ну не крушит, ну слава богу. Это тоже сделано нашими мастерами, Акбузат, который на воде. Это вот тут детская площадка, собственно. Собственно, это вот фотографии, то, что было, это то, что стало. Ну вот, наглядно. Вот эта площадка с помощью Единой России сделана. Вот. Было, стало, было, стало.
такая подсветка. Очень востребованное направление. Навигация у нас здесь Ну, везде я сделана. посмотрел, сколько народу. Это вот на коньках катаются ребята. То есть, если пройти внутрь, там будут еще детские площадки. Вот это прогулочная дорожка, да? А она чем выстлана? Асфальт? Асфальт. Просто? Асфальт, да. У нас А везде велосипедный тоже асфальт, да? С разметкой, да? Да, с разметкой, со знаками. Как я уже говорил, стоят велоурны специально под 45 градусов, А вот они. пит-стопы, велостоянки и Освещение, велопоручни. да, освещение прям есть. Да, до конца идет, до полудюймки. Сколько примерно столбов там? По велодорожке порядка 150. По велодорожке. А по этой есть столбы? Нет? Да, да. Конечно. Тоже там Тоже где-то так порядка же, 150, да? Полностью всю ночь освещается. То есть, Потому что у нас люди в Нефтекамске встают очень рано, в 4-5 Да, здесь утра. в 6 и утра уже спортсмены активно здесь бегают, очень ходят. движение. Драйв Фреш, прогуляетесь до конца? то есть, здравствуйте. Пойдем? Да? Здесь ребята у нас Спортсмены. Ух ты. Что творят-то, Ради Фаритович? Вот это да. красавчик. Вообще. Да, смотри-ка, Ну, да. они явно где-то занимаются. Они здесь занимаются? Ух ты. Это случайно или запланированное? Такое нельзя запланировать. Это просто их тусовка. Они даже не обращают внимания на нас. А чем обращать внимание? Они своим делом заняты. Да. Опа. Ну-ка. Что-то пошло не Ну-ка, так. это маленький что сделает? Опа. Ух ты. Они прям профессионально. Вообще это. Угол как держит. Здравствуйте. Нравится? Как Пропал настроение? здоровья. Дай бог. Дай бог. Берегите себя. Будь... Бесплатный, спасибо. Отлично. Администрации спасибо. Очень-очень. Отлично. До свидания. Смотрите, это вот справа, то, что видите, пни, вот эти лазилки, это все тоже сделано из пиленных деревьев, которые у нас в рамках акции были демонтированы. И вот там вот сдача готова. Комплекс очень точно. Вот, Он сюда отлично зашел, да. Он в другом месте раньше стал, мы его сюда здравствуйте. перебазировали. Как-то уж очень просто и элегантно сделано. И вместе с тем очень функционально. Очень здорово вообще. Они как грамотно все. Ну вот современно сделали. Вон сколько эти. По-моему, конкуренция Белебею, Ради Фаритович. Да. У нас масштабная территория просто. Это сюда прогулка минимум на час-полтора. Тут весь город, получается, собирается, да? Да. Но видите, недостаточно даже вот этого, вроде огромный комплекс. Есть куда развиваться. Да. Значит, Слушай, ну если бы я здесь жил, я бы тоже сюда там с детьми приходил. Конечно, это лучшая площадка. Здравствуйте. Сейчас хотел показать вам уличную галерею мы организовали. Значит, по сути, каждый месяц любой желающий может разместить здесь свою работу в рамках конкурса. Потом мы планируем эти работы на благотворительном фонде реализовывать, ну и, соответственно, чтобы направлять на благие дела. Это все дети, вот написано 6 лет, полет. Саубанов Алим, полет гуашь. То есть такое самовыражение, и на городской суд выносим все это дело. Общественное признание. Да. Здесь у нас установлен счетчик Ради Фаритович, который считает каждый день количество вошедших и вышедших. А вот этот посетитель сегодня? Да. Ну, это только один вход он фиксирует. По факту это входов получается рядом. Это получается миллион было. Да, в общей сложности уже миллион. Это за какой период? Вот с начала года. Начало года миллион? Да. Он и то не всех считает. То есть он троем проходишь, если в линию, то получается датчик считывает одного, а не троих. Поэтому умножить на 3 его смело можно. Здесь мы размещаем актуальную информацию. Мы же зашли, получается, не отсюда, нас не посчитали. Да, много. Ради Фаритович, вас обычно что-то просят, а тут пока ничего. Да, он просто уже напросился, хватит. Ну а здесь что будем делать? Что-то нужно? Нет, а там же они уже практически завершают. Дальше уже основные объемы они сделали. Мы уже смотрим дальше, уже другие объекты. Спасибо.
В рамках программы «Башкирские дворики» в 2020 году в Нефтекамске благоустроили 17 дворов, в том числе и территорию многоквартирных домов номер 6, 8, 10 по улице Парковой. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки в этом дворе. Раньше здесь была автомобильная дорога. Ну, по сути, вот отсюда проездной двор был, и отсюда на машине можно было ездить. Сейчас здесь тротуарная плиточка каждому подходу, а парковка автомобилей отдельно. То есть они вынесены сюда, проезда нет, и это как бы создает определенную атмосферу, ну, безопасности, комфорта. И вот эти вот... Да, козырьки сделали, подходы к подъездам сделали. Там, где лестница, резиновую крошку положили непосредственно перед подъездом, чтобы безопасно все это было. И вот получилась реконструкция, ну, по сути, вместо тротуара, видите, здесь и это здесь, и направо. Получилось. Да, это получился парк. Мы его озеленим на следующий год, и будет здесь еще и парковок вполне получилось, да? Да. Здесь у нас спортивное ядро. Это детская площадка, тоже импортная, ну, чешского производства. Здравствуйте. И вот здесь вот парковки получается. А вот это вот что там? Это дорога еще дальше в жилые дома. Домовые территории, да? На данной площадь полностью дворовая занимает где-то порядка 20 тысяч квадратных метров. Можно показать, что здесь было? На этой территории у нас располагаются две детские площадки. А где вот одна это? Первая и вторая. А то за ней этап получается. Крайняя осталась. Детская площадка и, соответственно, спорт-ядро. Мы с вами были здесь в 2019 году, вот ходили, вот так было. И, соответственно, вот это место вот было здесь старое оборудование, сейчас оно выглядит так. Тоже импортное оборудование, чешское. Это спортивное ядро, ямы. Вот сейчас выглядит так. Вот газон где-то взошел, где-то не успел. Освещение обязательно сделали на пешеходную зону отдельно. А вот они вот эти, да? Светильничек, да. И, соответственно, освещает территорию в том числе. Тротуары, зеленые зоны, грунты завезли. То есть это вот на улицу Комсомольскую выходит уже. Вот это интересное решение, да, по сути проспект получился. Да. Там еще деревья посадить немножко и это, да? Да. В этом уникальность нашего решения, что мы именно автомобили максимально дальше выставили от жилых домов. Основная проблема вообще этого двора была то, что они сквозные, и люди постоянно автомобили ездили. То есть можем посмотреть на картинке. Люди, когда выходят с подъездов, они попадают сразу на дорожное пространство. Асфальта, можно сказать, не было вообще. Сколько дворов вы в этом году делаете? А в этом году делаем? В этом году мы делаем 8 дворов и 10 домов МГД. 8 дворов, это значит, это большие дворы или? Да, мы берем. Просто мы же договорились, сделайте комплексные. Да. Возьмите лучше одно и от города вот так. Да, и максимально мы и рекоператора по ремонту фасадов, подъездов, максимально хотим туда. Но, к сожалению, где-то получается, где-то не получается. Ну, там просто, вы в двор приходите, а в дом не надо, может быть, делать и так далее. Да. Ну, тут надо понимание. С жителями обсуждают все это. Мы согласовываем, изменяем. А вообще вот по этим дворам уже обсудили уже, вот, которые на этот год? Да. С людьми обсудили. Да. Люди знают, что будет. Да? Когда еще торги, по-моему, не прошли, Нет, да? Не прошли, но потом сразу торги проходят, вы идете на субаренду и, ну вот, чтобы начинаете это. Все, понимание есть, куда? Мы в 2020 году, в 2019 году также внесли изменения, заменили все инженерные коммуникации в том микрорайоне, где были. Мы с Башкортос работаем в этой части, как бы с пониманием. А вот здесь ремонт подъездов не делали? Здесь ремонт подъездов был в 2018 году. Ну то есть там... Они более-менее. То есть они более-менее. Да. Понятно. Ага. У нас предприниматели, вот Радмир Рафилович уже ранее сказал, чешского производства. У нас есть несколько уже сейчас уже вот сделал как образец, все-таки это... Сделаем сами теперь такое. Теперь сами делайте, а чтобы... Узнаю. Не замерзнете. Спортивная площадка одну сделали здесь, да? Здесь, да. Здесь. Ну, вон сколько это постоянно. Оно с мягким покрытием, да? Да, конечно, травмобезопасное, как положено, по всем ГОСТам, да? Резиновое покрытие. Ладно, все, спасибо. Спасибо, молодцы, давайте работать. Все, спасибо. Ради Федорович, похоже, что раньше вы давали просто задачу благоустраивать дворы, а теперь уже проекты все круче и круче. Будете ставить задачу интересной находки. Именно так это и будет. Мы каждый год должны делать все лучше и лучше, потому что, скажем, наука ландшафтного озеленения, наука вообще в целом комфортной среды, она не стоит на месте. Мы должны все лучшее брать и делать. Огромные же деньги тратим на это. Поэтому
Ну что, порадовался Нефтекамск. Надо ехать в Уфу. Спасибо.